Так, мы в эфире. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Витаю вас, друзья. Сегодня 31 декабря 2022 года, 21:00 по Берлину и 23 часа по Джохару. Друзья, приветствую вас. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и постараемся до Нового года, если вам не будет очень скучно, провести сегодняшний наш стрим. Сегодня я подведу итоги уходящего года и постараюсь немного сказать о том, что нас ждет в следующем году. Конечно же, это будет только лишь мое предположение. Также я прошу вас писать комментарии, сообщать о тех важных событиях, которые прошли за прошлый год, чтобы я их мог прокомментировать в случае, если я их не упомяну. Также пишите другие комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш сегодняшний стрим. Итак, Дион, анархист Чеченко, Питер, Леди, Женевский, Асланбек Тутаев, Довеле и все остальные. Леся. Алейкум ассалам. Витаю вас всех. Героям слава. Слава Украине и Ичкерии. Так, друзья. Аслан Лорс Машвойль. Алейкум ассалам. Дейдер салам Машал. Машал душигу. Сахоми ночи вежри. Аслан Машвойль. Машал гиль малазне хои маш. Театршхена. Женский ник сцены. Зритель шбой. Чаще в последнее время появляются. Не знаю, с чем это связано. Но это хорошо, Дион. Скажем так. Так, я по традиции нашей расскажу о потерях фашистской России за прошедшие сутки. Информацию, которую нам предоставляет ежедневно Генеральный штаб Збройных сил Украины. Итак, за прошедшие сутки уничтожено 710 оккупантов. Итого их число достигло 105 960 штук. 3 танка, 16 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 1 антиаэркрафт, 1 вертолет, 6 БПЛА сбито и 24 автомобильной техники и цистерн. Если вы обратили внимание, друзья, я думаю, вы обратили внимание, потому что я почти каждый стрим рассказываю о потерях фашистов в Украине, то цифра уже 500, 600, 700 человек, она уже как бы стабильная. Ранее, если вы помните, было 300 человек уничтожено. И как началась мобилизация, всеобщая мобилизация фашистской России, в 2, иногда в 3 раза, иногда больше даже русские террористы несут потери. Фактически ежедневно по батальону уничтожается. Это только та информация, которая, например, Генеральный штаб может подтвердить. Разные методики подсчетов есть. Многих мы не знаем, сколько раненых мы не знаем, сколько умерло после того, как они были вынесены с поля боя или из-под обстрела. Мы не знаем, кто, еще больше могли быть погибшие быть. Поэтому потери, конечно, колоссальные у русских террористов, но русские террористы, ввиду того, что у них есть бездонный колодец рабов, набирают и набирают. Ну, будем наблюдать, что из этого выйдет. Ничего хорошего для них точно это не сулит. Так, мессер, алейкум ассалам, Машвойль. Машвойль. Так, а что с Рашкой? Она утонула. Да. Эд, салам всем свободным людям. Салам аслам. Всех с Новым годом. Желаю всем в Новом году без ФРФ. Дуже дякую, Эд Мамед. Тода раба. Поздравляю тебя и всю твою семью.
и нового члена твоей семьи. В первую очередь с наступающим Новым годом. Всего самого хорошего. Так, но все-таки это Путин. Спасибо, Мариуполь, Украина. Но все-таки это Путин. Что значит, но все-таки это Путин? Празднуешь Новый год, говорит Сайфулла. Сайфулла, а к чему ты такой вопрос задаешь? Я не могу понять. Ты видишь, я сижу здесь перед экраном. Ты болеешь развитием интеллекта? Я не понимаю. Или тебе это по заданию, ты зашел просто, чтобы сказать какую-то гадость. Праздную я или не праздную. Я говорю об очень серьезных вещах. А ты мне задаешь какие-то тупые вопросы. Ты больше не мусульманин, говорит. Приказывает, ты больше не в исламе. Ясно теперь, кто ты. Хорошо, что ты разоблачился, Сайфулла, потому что именно я вот этих подрусских выводил из чеченства за то, что они подрусские. Теперь он меня приказывает, я именно так говорил, приказываю, выкидываю. Ясно с тобой все. Ты меня как-то задел в своем эфире, хоть сам был неправ. Но если ты не под-русский, Сайфулла, то мне с тобой делить нечего. А если под-русский, то я подтверждаю то, что я ранее сказал. Я имею в виду, что Путин или его замена. Я не понимаю, что ты... Я имею в виду Путин или не понимаю, ты имеешь в виду двойник Путина ли уступает сейчас или нет? Я не знаю, мне кажется нет, мне кажется абсолютно как-то все равно, да. Сама система работает, КГБ, ФСБ, неважно, Путин там или Патрушев, это террористы и мерзавцы. Соответственно, нам особо толку от них нет, да. У правоверных немоязычнических обрядов, говорит Сергей. Но мы не совершаем никакие обряды, Сергей. Заканчивается год, календарный год. И когда все люди вокруг отмечают этот день, мы не напиваемся, как вы видите. Мы поздравляем тех людей и желаем, чтобы в следующем году, как мы можем пожелать завтрашнем дне, или в следующей неделе, или в следующем месяце. Всего самого хорошего. А год это чуть больше, как мы знаем, чем неделя, день или месяц. Поэтому ожидание, что в этом году, в целом году произойдут какие-нибудь события, которые сделают нашу жизнь более приятной, осмысленной, позитивной, радостной в конце концов. Ведь мы на эту землю появились для того, чтобы быть добрыми, не быть злыми, не убивать людей, не делать зла, а получать и давать радость в этом мире. Но также и имея всю власть. Так, все, с тобой все ясно. Кто ты такой, все, я уже понял, да, Сайфулла. Проходишь мимо, да. Так, наши женщины поздравляют вас с Новым годом. Оставайтесь всегда красивым, добрым и хорошим. Мы вас от души всех любим. Дуже дякую, Асламбек. Поздравляю вас тоже всех. Всего самого хорошего, да. Кефиры живут в Федерации. Ставка Кремль. Да, именно так, да. Именно так. Друзья, ну давайте начнем, пока мы собираемся. Как обычно, эфир проходит в ТикТок, эфир проходит в YouTube. Заходите, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Ну, возвращаясь к сегодняшней теме, хочу начать с самого главного события этого года. Это широкомасштабное вторжение фашистской России. Очень неудачное вторжение для России. Россия пыталась за 3 дня, 24 февраля,
этого года, 22-го, Россия пыталась захватить Киев. И сейчас у нее есть на это планы, по всей видимости. И ей это не удалось. Они уже везли с собой парадную форму, они везли в машинах щиты для разгона, щиты, дубинки, каски для разгона митингующих, протестующих. Но что-то пошло не так. Украинцы, оказывается, применили нашу чеченскую тактику Джохара Дудаева, когда разрешили дойти без боя до самого центра, а после этого началось методическое уничтожение. Как мы знаем, под Киевом, в Гостомеле, в аэропорту или рядом с аэропортом были высажены, и затем начался захват аэропорта в Гостомеле для того, чтобы можно было принимать самолеты. В этой операции, агрессивной, фашистской, преступной операции, принимали участие отборные войска террористов, которые там же были и уничтожены, практически в полном составе. Там много погибло людей, говорящих на чеченском языке, которые пошли служить фашистской России, несмотря на то, что эта фашистская Россия называет их чернозадыми, чертями и так далее, и так далее. Все эпитеты я не буду сейчас произносить, они и нецензурные. Ну и еще несмотря на то, что 4 века русские фашисты убивают чеченцев, ну и за последние 25 лет, 30 лет, 28 лет, с 94 года, да можно сказать с 91 года, 31 лет, русские террористы массово убивали нас, лишали всех прав. И несмотря на это, какие-то люди посчитали, что они должны рядом с ними во имя величия дряхлеющих частей тела Путина захватить аэродром и захватить после этого Киев. К большому счастью, это не удалось. Не удалось, потому что Украина доблестно, отважно сражается, уже 10-й месяц сражается, уже 11-й месяц сражается, 24 февраля, 24 декабря было 10 месяцев, получается уже 11-й месяц идет война. Как я сказал в начале нашего стрима, более 105 тысяч уничтожено русских оккупантов. Как говорят, сказал Валерий Залужный, победили профессиональную армию, победим и любительскую. Россия, потеряв практически всю свою ударную мощь своей вот этой банд-армии, которая по факту была просто армией грабителей и мародеров, начала призыв людей, которые спрятали голову в песок. И все эти 22 года, пока Путин с момента взрыва домов с 99-го, 23 года, с момента взрывов домов 99-го года, когда Путин уничтожал русских, чтобы прийти к власти, банда ФСБ во главе с Патрушевым и Путиным, русские тогда спрятали голову в песок и понадеялись, что их сия чаша минует. Но, увы и ах, не удалось, конечно же, избежать этой ситуации. Единственное, первая волна мобилизации позвала на фронт, были призваны люди, которые имели боевой опыт, имели какую-то военную специальность. Боевой опыт русские террористы и другие террористы, которые не русские, черномазые или как там их по-другому, чуркомазые, можете как угодно называть, россиянцы, которые имели опыт убийства чеченского народа, геноцида чеченского народа, ринулись зарабатывать легкие деньги, как они думали, они будут зарабатывать их, как они зарабатывали их в Чечне, думали, будут зарабатывать в Украине. И, как мы видим,
они тоже сложили свои не очень буйные головушки. И на этом, конечно, не заканчивается. Вообще, этот год был очень такой насыщенный этими событиями. Не будем сейчас возвращаться к концу. Поэтапно, если вспоминать события. Захват атомной электростанции в Чернобыле произошел. Потом в Запорожской области атомную электростанцию захватили. Чернобыльской освободили, Запорожской практически освободили или уже освободили на данный момент. Угрожали атомным оружием. Мы помним, как блестящий, без преувеличения, политик года Борис Джонсон прямо сказал русским террористам, что в случае нанесения атомного удара по Украине, незамедлительно, не согласовывая свои действия с НАТО, Великобритания нанесет ответный удар. Тем самым фактически своей широкой грудью Великобритания и Борис Джонсон со своей крутой прической закрыл этот вопрос раз и навсегда и заслонил собой Украину.